В эфире «Актуальное интервью», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В Якутии, где протекает одна из крупных рек мира Лена и немало других, не менее крупных водных артерий, весенний паводок – явление глобальное. Тем не менее, паводок можно прогнозировать, а значит и принять предупредительные меры. О безопасности на водных объектах во время весеннего паводка мы поговорим. Гость у нас в студии Василий Тарский, первый заместитель начальника службы спасения Республики Саха-Якутия. Василий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начнем с того. В период паводка что входит в обязанности службы спасения сейчас у нас? Ну, во-первых, наша служба спасения Республики Саха-Якутия является многопрофильной профессиональной аварийно-спасательной службой. И поэтому, вот, что касается обеспечения безопасного пропуска весеннего полугодия, мы выполняем довольно-таки широкий спектр работы. Но самое первое, безусловно, это поиск спасения пострадавших людей, эвакуации их из зоны затопления, ну, безопасное место, да, вот, оказание первой доброчинной помощи им. Вот. Следующее это у нас, конечно, это предупреждение, работа по профилактике, обучение населения, особенно школьников, к правилам поведения. Ну, если, допустим, наступает катастрофическая вода, допустим, если человек находится дома или в школе, да. Вот. Ну, следующее это в составе оперативных групп Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия наши спасатели выезжают в районе, где они контролируют ледоход, работают, контролируют гидрологические ситуации на реках республики и обеспечивают безопасность прохождения весеннего полугодия. Вот. Далее мы мониторим ледовую остановку на реках нашей республики и на основе этого мониторинга составляем прогноз ежесуточный, ну и краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные прогнозы, и это предоставляем органам исполнительной власти республики, органам местного самоуправления. Также в рамках бюджетного лимита мы проводим закупки по определению подрядчика проведения взрывных работ. В этом году аукцион выиграл общество ограниченной ответственности БВК «Удача плюс», и они накапливают взрывчатые вещества в объеме 25 тонн, и в случае затора они выезжают на реку, ну, для проведения подрывных работ с нашими спасателями. Также мы проводим закупочную деятельность по определению авиации. Мы применяем авиацию для доставки сил и средств, для эвакуации населения, для проведения взрывных работ. В этом году авиационное обеспечение будет выполнять акционерная авиационная компания «Полярной линии», а также авиация Хабаровского авиационного звена МЧС России. Вот. Ну вот перечень, основной перечень такой. Вот такой работы мы и выполняем. А как вот подготовка у спасателей идет к такому периоду? Да, конечно, вот нету у нас вот в России региона, где проходит сколько рек, вот федеральные, республиканские и малые реки, да, нету. Вот поэтому, конечно, это вот во время одновременно они почти проходят ледоход, это очень сложная гидрологическая ситуация, поэтому от нас, от спасателей, от работников службы спасения тоже требуется тщательная подготовка и подготовка по профессиональным в смысле и подготовка и техника, оборудования, и малой механизации. Так мы, вот, согласно утвержденного плана, учебного плана, расписания, с января начинаем теоретическую подготовку, физическую подготовку, тактическую подготовку, медицинскую подготовку. И вот на днях закончили теоретическую подготовку по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8 МТВ. Ну, это, если так по-простому сказать, это спуски с вертолета на специализированных веревках. Ну и вот 29-30 планируем практические спуски, и мы как раз всегда приглашаем корреспондентов НВК вот, на эти мероприятия.
Вот. А также мы принимаем, ну, участвуем в командно-штабных учениях, участвовали, вот, проводимой согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности правительства Республики Саха-Якутия. Ну и проводим строевые смотры, принимаем зачеты, экзамены, аттестации наших спасателей. Ну и вот как раз эта неделя, это у нас мы как бы подводим итоги данного обучения. И уже вот у нас первая группа, оперативная группа номер 5 в конце апреля уже как бы выезжает в район проведения работы. Это в Ленском районе. Какова была ситуация в прошлом году? Какие были случаи происшествия? Или были ли случаи, в которых можно было избежать опасности, но люди провели себя безответственно и оказались в критической ситуации? Вот как решались подобные явления? А это вы по провалу под лед, да? Ну, здесь надо сказать о том, что у нас ледовые переправы закрыты вот с 15 апреля в Центральной, Заречной и Вилюйской группе ЛУСа. Но в виде исключения у нас как бы до 17, ну, включительно 17 апреля, это завтра, до завтрашнего дня открыта ледовая переправа, это Якутск-Нижний Бестяк и Кангалас-Сонтица. Ну, грузоподъемность уменьшилась до 4 тонн. Вот, поэтому здесь надо сказать, что как только объявлено, что закрыта ледовая переправа, ну, все, здесь уже больше нечего сказать. Уже нельзя туда вот, выезжать на лед, вот, дабы чтобы не было трагических случаев. Я вот приведу статистику. Да, вот в прошлом году, в 2024 году, у нас на реках республики было утоплено, ну, как бы 62 человека погибли в воде, да? Ну, из них печально, что 9 дети школьного возраста. Из них подняли и передали родственникам 52 человека, а 10 человек до сих пор не найдены. Но это от того, что люди как бы... Не соблюдают. Причина, да, это несоблюдение. Вот как раз-то все запретные мероприятия, они не были соблюдены. Поэтому здесь другого выхода нет, кроме так, вот, следить за дорожными знаками, обязательно везде, где были дорожные знаки, там запретный знак стоит. И, конечно же, вот с 15 апреля, я сказал, да, и вот 17 апреля завтрашнего, ну, как бы 17 вечером уже закрываются все ледовые переправы, за исключением северных и арктических улусов. Там закрывается, начиная с 20 по 25 апреля. Вот. Может быть, тогда мы напомним о правилах безопасности в этот период? Для людей и да, водителей, ну, еще раз, да, напомню. Ну вот как раз я все правила уже сказал, что правила здесь только как бы соблюдение мер безопасности, значит, где наблюдать за ограничением, вот, и запрет, полный запрет, это запрет на выезд на ледовые переправы, на лед, на несанкционированные ледовые переправы. И здесь и это выход на лед, несанкционированный лед, как бы является административным правонарушением. И здесь налагается штраф для физических лиц от 4 до 5 тысяч, для юридических лиц, для руководителей, для юридических лиц это от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Вот. Вот если подо льдом оказался человек, вот что следует предпринять? Ну, если вот, да, оказался человек, то прежде всего, значит, тот, который увидел, должен немедленно, если есть связь, позвонить, вызвать скорую помощь, спасателей через единый телефон спасения, это 112, и при этом он четко должен сообщить о происшествии, что случилось, и обязательно должен обрисовать или сказать адрес или место, где это все происходит. Это первое. Второе, он должен
довести или сообщит пострадавшему человеку, что он идет к нему спасать. Тогда это же будет для него, для пострадавшего будет как бы, ну, как сказать, ну, придает ему дополнительные силы, уверенность. Так? В-третьих, надо найти вот, любой продолговатый предмет, ну, будто это палки или лыжи, или доски и так далее. И, значит, если такого нету, то хотя бы там или веревки, или одежду. Ну, что-то, вот, что да, можно что-то и вытянуть. одежду, допустим, связать несколько раз, чтобы подлиннее было, да. И если это одежда, то два конца завязать его, вот, для того, чтобы, ну, как бы оба они держали уверенно, да. И должен к ним уже идти пострадавшему ползком по-пластунски. Спокойно, как бы не дергаясь, должен идти. И когда останется до полыньи, до пострадавшего 3 метра, он должен кинуть ему эту палку или веревку, или одежду, и уже должен его вытягивать. Но если человек выйдет сразу на лед, это хорошо. Если бывает, что иногда лед как бы трескается, да, ну тогда должен тоже как бы он сам отойти немного, вот, отползти и, конечно, вытащить. И они должны идти вместе вот, ползком до безопасного места, и потом он должен доставить его в теплое помещение, если есть, или машину, ну, потом снять мокрую одежду, заменить его, переодеть сухой одеждой. Ну, потом, я думаю, что оперативную службу уже подъедут, окажут первую врачебную помощь. Первую помощь. Ну, примерно так вот происходит у нас. Вот. Но я хотел бы привести еще примеры того, что у нас вот в прошлом году в октябре-ноябре были тоже провалы вот в Ленёкском лусе, да, двое на буране, снегоходе буран провалились на реке, да, Ленёк, вот, потом их, ну, нашли тоже наши водолазы и с помощью местных ребят, и Сватай, Среднеколымского луса, супругу тоже провалились, тоже были найдены мертвыми. Вот в декабре 2023 года, помните, здесь Техтюрью, вот на тракторе двое тоже провалились, тоже были найдены. Ну вот, поэтому такие примеры у нас есть, к сожалению. Поэтому, чтобы я предупреждаю, да, я прошу население, пользуясь случаем, что нельзя, вот, но мы спасатели, да, вот мы обычно, как бы, обычно наша задача это найти живых людей и передать их родственникам, так, пострадавших. А тут, если очень плохо, печально, когда мы поднимаем людей с воды, ну, погибших людей, естественно, и передаем это родственникам. Это трагедия и для нас, и для родственников. Поэтому еще раз прошу, чтобы такого не было. Пожалуйста, соблюдайте вот сроки запрета, ну, как бы функционирования ледовых переправ. Хотел так обратиться. Василий Васильевич, спасибо, что сегодня рассказали такую подробную информацию. Спасибо, что пришли. Спасибо. Вам тоже спасибо большое. Успехов, удачи. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.